Гранит. Про L3 он еще заливал. Я не знаю, кто там заливал про L3. Иди там, спрашивай тех, кто про L3 заливал. Вообще здесь про вот эти брат мой старший был я видел там с Башламом, что-то там они общались по какие-то про вот эти гаплогруппы. Опять же, мы эти вопросы обсуждали 20 лет назад, 18 лет. Ну, Кавказ-Веб был такой большой форум. Там были ветки всех национальностей. Мы это все там разговаривали. Мы это обсуждали совсем других аспектов, совсем на другом уровне. И, к сожалению, сейчас это все общение, вот это вот, опущено на какой-то маргинальный, дебильный уровень. И сейчас это публично обсуждать нет никакого смысла. Потому что это все уже вышло за рамки каких-то научных споров, какой-то научной полемики. Это вышло. Это все говорится уже на уровне футтеринг, как назло. А вот ты мне это сказал, а я тебе это сказал. А ты мне это сказал, а я тебе 2 раза это сказал. Ну, это дебильные разговоры. Когда собеседники не слышат друг друга. Когда слушатели, как болельщики там пришли на ММА смотреть, короче, им не важно, кто из них прав, важно, чтобы наш победил не нашего. Ну, это разница между интеллектуальным обществом и неинтеллектуальным обществом. Пока мы вот эту вот планку или не будем выбирать среду, в которой мы это обсуждаем, эти вещи не нужно обсуждать. Потому что люди, которые не понимают, о чем речь, когда говорят про G2, L3, ML3, там эти вещи, когда они не понимают, когда у них там своя муть в голове, бессмысленно им даже слушать это, для них это опасно слушать даже, потому что они это понимают в извращенной форме, по-своему. Поэтому сейчас, когда эти разговоры вышли за рамки научных споров, они бессмысленны и вредны. Имеется в виду в открытой большой аудитории, потому что очевидно, что не всегда спикеры, которые это обсуждают, они выдерживают уровень научной дискуссии. И еще очевиднее, что зрители и слушатели тоже среди них огромная часть готовы любой даже самый интересную дискуссию превратить в балаган. Вот эти вы, мы, этер, мистка, мелочь. Поэтому я считаю, сейчас их лучше не вести публично. Если я хочу с кем-то, я позвоню по телефону, я в скайпе выйду, я что-то обсужу, я что-то поговорю с человеком, который понимает мой язык, чей язык я понимаю, с ингушом, с чеченцем, с китайцем, с любым, кто понимает, о чем я говорю и что я говорю. Обсуждать с людьми, которые на 90% не понимают, о чем речь, или понимают по-своему и пытаются предъявлять претензии из-за того, что он что-то там по-своему понял, да зачем пытаться ради того, чтобы доказать, что вот это сверло, а не самокат человеку
Если для этого нужно провести работу, чтобы изменить его мировоззрение, зачем мне ему доказывать вообще, что это сверло? Он говорит, самокат, вали, самокат, катайся.